Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидситуации. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите о обстановке на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики Арсением Сергеевичем Николаевым, на территории Якутии действует режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции. На настоящий момент, на сегодняшний день, на 13 октября 2021 года, выявлено 263 новых случая новой коронавирусной инфекции. Такая цифра является одной из высоких цифр по количеству заболевших на территории республики. И на настоящий момент в городе Якутске, в столице, есть небольшое снижение – 142 случая. По 11 случаев зарегистрировано в базовом своем значении в Мегино-Кангаласском и Намском улусе, по 9 случаев в Алданском и Усть-Алданских улусах. В Ленском зарегистрировано 8 случаев, в Амгинском – 7. От 1 до 6 случаев зарегистрировано в 17 районах республики. На настоящий момент наиболее сложной ситуацией санитарно-эпидемиологической является ситуация в таких улусах республики, как Амгинский, Верхневилюйский, Мегино-Кангаласский, Намский и Хангаласский районы. Обращаю внимание на необходимость строгого соблюдения как органами государственной власти, органами местного самоуправления и жителями республики санитарно-эпидемиологических правил, установленных указом главы Республики Саха-Якутия, прежде всего в части проведения массовых мероприятий. Проведение массовых мероприятий не допускается на территории Республики Саха-Якутия. Учреждения культуры, учреждения, которые являются развлекательными на территории республики, должны работать с 50% загрузки зала. На настоящий момент подготовлен проект указа, по которому прохождение в данные учреждения допускается и посещение данных учреждений допускается только при предъявлении QR-кода. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, наиболее сложная ситуация сегодня является с точки зрения прежде всего 3 категорий граждан. Это детей, беременных женщин и тех людей, которые имеют медицинский отвод. Это те граждане республики, которые в силу установленных защитных механизмов по новой коронавирусной инфекции не могут быть защищены. В связи с этим еще раз обращаю ваше внимание на окружение этих граждан по необходимости создания для них комфорта не заражения новой коронавирусной инфекцией. На тяжелом состоянии сегодня у нас уже находится, к сожалению, 180 пациентов. Все пациенты в основном не вакцинированы. К ПКВЛ подключено 34 человека. Первую вакцину на территории республики получили 362 247 человек. При этом лиц старшего возраста 68 589. Необходимо обратить внимание, что начался этап ревакцинации в республике. Проревакцинировано 16 022 человека. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня необходимо обратить внимание, те, кто прошел вакцинацию полгода назад, и те, кто переболел полгода назад в нашей поликлинике, записывайтесь на ревакцинирование для того, чтобы усилить свой иммунитет. На настоящий момент я обращаюсь к родительскому сообществу. Прошу в связи с тем, что разрешено и допускается обучение 1-4 классах, рассматривать непосредственно данное обучение и соблюдение учебными образовательными учреждениями правил соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Остальные учащиеся, те, которые оставлены на дистанционном обучении, обращаюсь сегодня к родителям, и необходимо обратить внимание на то, что прежде всего дистанционное обучение означает нахождение детей постоянно дома, фактически, непосредственно для того, чтобы они не получили, для того, чтобы они были также охранялись от заражения новой коронавирусной инфекцией. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19, а мы продолжаем. Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. От перемены мест происходят метаморфозы. В правительстве Якутии произошли кадровые изменения.
8-й созыв и 5 якутян. В Москве открылось первое пленарное заседание Государственной Думы после выборов. Очереди остаются в прошлом. С 2022 года все больничные листы в России станут электронными. Сегодня глава республики Айсен Николаев отправился с рабочей поездкой в Абыйский район. На территории района Айсен Николаев ознакомится с ходом реконструкции аэропорта «Белая гора», уточнит порядок организации авиаперевозок социально значимых продовольственных товаров малой авиацией, посетит некоторые объекты, расположенные в селе Кабаргене, а также примет участие в сессии «Малая атомная энергетика. Энергообеспечение для регионов и промышленности» в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя». Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе. Исполняющим обязанности министра образования и науки республики назначена Ирина Любимова. Михаил Сивцев был руководителем регионального Минобрнауки с 30 апреля 2020 года. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о назначении руководителя департамента внутренней политики. Иван Попов назначен руководителем департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы Якутии и правительства республики. С сентября 2013 года по настоящее время Попов является председателем районного совета депутатов муниципального образования Намский район. Кадровые изменения на этом тем временем не останавливаются. Александр Трофимов назначен руководителем департамента внутренней политики администрации главы республики и правительства Якутии. С мая 2020 года по настоящее время Трофимов занимает должность заместителя главы Нерюнгринского района. В Москве в торжественной обстановке открылось первое после выборов пленарное заседание Государственной Думы 8-го созыва. Депутаты избрали спикера и распределили комитеты. Также народных избранников поприветствовал президент страны Владимир Путин. В этот раз в Нижней палате парламента 5 якутян. Они представляют различные фракции. Какие задачи они ставят перед собой, узнавал Максим Кардозу. Настоящий прорыв. 5 якутян в Государственной Думе. И это рекорд. Причем в Нижней палате парламента они представляют сразу 4 фракции. Среди них и Сардана Авксентьева от партии «Новые люди». Она будет работать в комитете по региональной политике и местному самоуправлению. Ну, я думаю, что вы согласитесь, что это вполне отвечает тому опыту, который я наработала, работая в городе Якутске, поэтому полагаю, что буду полезна. То есть это больше внимания регионам для того, чтобы они могли развиваться. Это, безусловно, поддержка малого и среднего бизнеса. И сегодня один из вопросов, который мы задали, как раз о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что это важно. И гражданские права, свобода, демократия, то все то, о чем мы говорили с нашими избирателями во время предвыборной кампании. Еще один новичок – это Петр Амосов от Коммунистической партии. Он будет работать в комитете по транспорту и строительству. Будем интересы Якутии защищать. Это самое главное. Я не зря вошел в комитет транспорта. Поэтому там связано со строительством мостов, автомобильных дорог, аэродромов. Да? Это вся полностью дорожная инфраструктура. Мы знаем, какая ситуация, поэтому будем помогать. В комитете по бюджету и налогам продолжит работу и Галина Данчикова от «Единой России». В ближайшие 5 лет она намерена направить все силы на законотворческую деятельность в области улучшения условий жизни в арктических районах. Не буду оставлять без внимания те вопросы, которые обозначались жителями нашей республики, когда шла предвыборная кампания. А их было достаточно много, они связаны с разными сферами жизни. Это переселение граждан с аварийного жилья, это вопросы жилищно-коммунальной сферы, это вопросы энергетики. То есть те вопросы, которые ставили жители республики, мы сейчас все их саккумулируем и, конечно, по каждому вопросу будем вырабатывать определенные решения. Первое пленарное заседание Госдумы было посвящено организационным моментам Нижней палаты парламента. Был выбран председатель, им остался Вячеслав Володин, а также вице-спикеры. Распределены места в комитетах. На днях депутаты приступят к обсуждению бюджета на 2022-2024 годы. Также предстоит рассмотреть в первом чтении законопроект о региональной власти, о добровольном техосмотре, о штрафах за жестокое обращение с животными и другие важные инициативы. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.
Регионы, успешно борющиеся с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. По словам Мишустина, на такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 миллиардов рублей. Конкурс планируется провести в ноябре. Сведения о нем будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора. С 1 января 2022 года все больничные листы станут электронными. Бумажные листы нетрудоспособности будут полностью отменены в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Кроме того, в электронный вид перейдут пособия по беременности и родам. С нового года работодателям необходимо обеспечить прием и оплату электронных листов нетрудоспособности, а также начать информировать своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных. При этом от самих работников теперь не требуется распечатка листков. Брать талоны из медицинских организаций и другие виды бумажных носителей для предоставления в отдел кадров либо в бухгалтерию. Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, могут узнать всю необходимую информацию об электронном листке нетрудоспособности и о его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС lk.fss.ru или в мобильном приложении «Социальный навигатор», который устанавливается бесплатно на любой смартфон. Логин и пароль для входа такие же, как и в личном кабинете единого портала госуслуг. В это воскресенье, 17 октября, по всей стране россияне впервые будут официально отмечать День Отца. О введении этого праздника говорили еще в 2008 году, а в ряде зарубежных стран такая дата совпадает в последнее воскресенье июня. В 15 регионах, в том числе в нашей республике, День Отца был учрежден еще в 1999 году, а с этого года он закреплен на государственном уровне по указу президента Владимира Путина. Значимость праздника заключается в повышении роли статуса отца, в воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи. Отметим, что в республике функционирует 700 общественных советов отцов. Они реализуют социальные проекты, активно участвуют в общественной жизни региона и помогают многодетным, нуждающимся, проводят воспитательные работы. Мы, как общественная организация, за популяризацию статуса многодетной семьи. И наши предки всегда поддерживали традиционные семейные ценности. День Отца в Российской Федерации будет привлекать внимание общественности к проблемам отцовства, семьи, материнства и, конечно же, детей. На этом наш выпуск завершен. До встречи.